Вторая часть программы «Мордовский блок новостей Эхо Мордовии», Маргарита Ивановна Сурина. Вот такой вопрос. У нас постоянно проходят спортивные мероприятия, в которых вот и в чемпионате мира в Москве в 2013-м двое мордовских спортсменов в призовые места. И Олимпиада в феврале 2014-го тоже мордовские спортсмены и российские. И потом выясняется, что Парижский уголовный суд по одному мероприятию обвиняет руководителя в том, что он скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов. По Олимпиаде в Сочи тоже это обнаружились сокрытие проб. И в том числе руководитель российского антидопингового агентства сбежал в Америку вместе с заместителем Родченков, дал признательные показания, потому что боялся, что его постигнет судьба двух руководителей российского антидопингового агентства, которые якобы за 2 недели отравились 3-14 февраля 2016 года. Но, видимо, были отравлены, чтобы лишнего не проговорились. И вот новый уже заместитель гендиректора Русады Маргарита Андреевна Пахноцкая говорит в интервью в этом году, летом, что весной 2018 года, когда она попросила мордовских ходоков выйти для того, чтобы сдать допинг-тестирование международным экспертам, она говорит: мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители Русада? Типа, что ты не боишься смерти? У меня вопрос такой к вам. Если российское общество хорошо относится к тому, что мы фальсифицируем победы в международных мероприятиях с помощью применения запрещенных медикаментов, и если мы спокойно относимся к тому, что травят руководители бюджетных организаций тоже запрещенными химическими веществами, и скриполитом в Британии и так далее, почему у нас тысячи людей ежедневно кричат от боли, онкобольных? Потому что в России запрещены многие виды обезболивающих, которые запрещены российским законодательством. Почему мы хотим уже при смерти людей спасать их от наркотиков, от контрафакта? Почему мы такое... Ложь такая у нас. Ну, во-первых, спорт – это политика, и это бизнес сейчас. И это уже давно. Еще в начале перестройки, я помню, наш замечательный штангист-тяжеловес Юрий Власов, он говорил о том, и он как депутат выступал, его убрали, да. Он книги писал на эту тему. Уж он-то в спорте понимал и разбирался. А что вы хотите от Маргариты Ивановны? Ну, одно я могу сказать, что это большой бизнес. Там крутятся огромные деньги. И все, что выгодно, мы с вами, поэтому там идет допинг. И наши. И если кто-то не пойман, это не означает, что он не употребляет. Все спортсмены. Мой муж, я помню, еще в 80-е годы, в середине, он учился в аспирантуре в Новосибирске, он туда часто ездил и в гостинице жил, и там постоянно проходили международные соревнования, и приезжали и лыжники, и однажды в номере с ним оказались лыжники. Вот он приехал и говорит: слушай, у меня глаза на лоб. Ребята здоровые такие, хорошие. Он вытаскивает лекарства и ставит на тумбочку из чемодана. Целый чемодан, полчемодана лекарств. Я говорю: ты что, больной? А ты зачем спортом занимаешься? Он говорит: это вот так. И уже тогда это было. Поэтому и не случайно Юрий Власов, что там Маргарита Ивановна, что там кто-то, Пески, Комара, это человек, который во всем мире известный, уважаемый, и говорил об этом, что любой физкультура – это да, а любой профессиональный спорт… Перегрузки. Вы посмотрите, как они грызутся. И за места в чемпионатах, за медали, потому что за это платятся деньги. Вокруг каждого спортсмена это едет группа сопровождающих, это едет врач, там еще кто-то, наверняка едет химик,
потому что там на один допинг, антидопинг находят, и американцы, и все другие спортсмены, они все это применяют, просто они закрыты, и та вот допинговая система просто не может это открыть. И Все поэтому... так, все так, бог с ними, спортсменами. Ну, а вот я хочу обезболивающие сказать, для онкобольных? обезболивающие. И поэтому переломить это мы не можем. Там много денег, да. Тут денег мало, тут вот так. И вот это в любом государстве, в том числе и в нашем. Что мы можем сделать, я в этом вопросе, я не знаю. Мы можем, партии в Государственной Думе могут принять закон, что увеличить список разрешенных. Ну вот да, для но онкобольных. уже не затрагивая спорт. Спорт Да. сам по себе, и это вот одно с другим, это даже не связано и очень далеко. Ну вы за то, чтобы максимальное количество чтобы Ну, обезболивать как любой онкобольных? мыслящий человек, как Да. любой нормальный человек, конечно, нужно это все. И это может любого из нас это коснуться в любой момент. Да, и там боли невыносимые, там генералы МВД вешаются от боли, Ну, и армии. да. Это никакой человек не способен выдерживать это. Вот у меня следующая новость такая, что я считаю, гражданин должен выдвигать своих кандидатов на должности, которые ему кажется, другой человек будет лучше выдвигать. Но я вас не буду предлагать свою кандидатуру на должность министра здравоохранения, но попрошу прокомментировать мою кандидатуру и вообще, как вы относитесь к тому, что можно предлагать. Вот есть такой человек, которому мы будем ставить через десятилетия памятники, называть его именем учреждения, улицы, проспекты. Он создатель самой многочисленной за всю историю Мордовии научной школы. У него около 200 докторов и кандидатов медицинских наук. Алексей Петрович Власов, наш современник, хирург, завкафедры, профессор, доктор наук. Вы знаете, вот министром и чиновником человек должен, чтобы быть, он должен обладать несколькими качествами. Какими? И не всегда хороший хирург, хороший ученый, да, может быть министром. Человек должен на руководящей должности, он обязательно должен, во-первых, иметь государственный ум, вот такую широту взглядов, общую культуру развития, да, и специальными организаторскими способностями обладать. Он должен быть, вот о таких людей говорят, социально одарен. Есть социально одаренные люди и есть социально неодаренные. Может он быть вот мэром города, сколько у нас назначали порой, были хорошие строители, да, не получалось из них хорошего мэра города. Были у нас там еще какие-то партийные работники. Ну, а вот Петр Николаевич Тултаев, например, я считаю, что он социально одаренный человек. Он пришел из культуры, да, но настолько он обладает вот такими организаторскими способностями, вот этой социальной одаренностью, что из него получился прекрасный мэр города. И поэтому министр, я не знаю вот этого Власова, да, у него большие научные работы, у него там целый круг аспирантов, и он прекрасный хирург, но не всегда, например, вот я ближе мне искусство. Хороший художник может быть хорошим учителем. Не всегда. Может быть так себе посредственный художник, но он прекрасный учитель. Он знает, что добиться, что объяснить и как объяснить. Поэтому, вы знаете, вот раньше все-таки такие люди находились благодаря пионерской организации, комсомольской организации, да, партийной. Вот люди сами выдвигались, вот в школе было видно, кто социально одаренный ребенок, вот может он организовывать, а кто не хочет. Есть интроверты и эти самые экстраверты, да. И люди боятся людей, не могут с ними общаться, не могут их поднять, зажечь.
То есть здесь вот и сейчас порой у нас на руководящих должностях вот люди, которые не обладают этими качествами. Может быть, они и хорошие специалисты. И у нас ведь в начале перестройки, когда начали, прекрасный там Юрий Мефодович Соломин, прекрасный артист, но он был никудышный министр культуры, да. И еще вот так, Раймонд Паулс, его, значит, министром культуры, и других там, Палат Бюльбюль-Оглы поет, он тоже министром культуры его назначили. Но, тем не менее, это все не получилось. И мэра города также назначали. Вот он уважаемый, он умный, он много хорошо говорит. А понимает ли он главные задачи? Обладает ли он государственным умом и социально он одарен? Поэтому это очень сложно. И найти таких людей, выбрать, вот это нужно, как-то должно общество в целом, какие-то организации находиться на крупных предприятиях. А сейчас, причем мы воспитываем людей, безликих людей, для которых моя хата с краю. Вот купил я себе автомобиль, заработал я квартиру, где-то я жульничал, там чего-то организовал фирмочку, какие-то пластиковые окна. Теперь фирма моя вздыхает, я хожу, старух надуваю, прихожу к ним, прикручиваю, подкручиваю, закрываю с ними договор на 15 тысяч, как у меня соседку, бабушку. Пришли ребята хорошие, умные, ей тут вот вам, тут вон там, и пластиковые окна мы вам отремонтируем за 17 тысяч. Это что такое, да? И вот люди сейчас свою денежку, свою какую-то кубышку, свое, и вот таких социально одаренных людей, общественников, по-моему, все меньше и меньше. В поддержку Власова только скажу, что у него организаторские качества хорошие, потому что общество хирургов возглавляет, кафедру возглавляет много лет, научную школу тоже организовал, сотни людей. Значит, у него это... наверное. Вот у меня следующий к вам такой вопрос. Мне кажется, есть резерв нескольких тысяч людей, которые могли бы включиться в сферу здравоохранения, можно сказать, бесплатно. У нас есть альтернативная гражданская служба, и около 2000 ежегодно идут из Мордовии учиться ездить на танках, на самолетах, прыгать с парашюта и межбаллистическую ракету в Америку запускать. А я считаю, что их нужно, чиновники Минздрава должны их уговаривать и за несколько лет довести, чтобы 100% всех призывников шло в альтернативную гражданскую службу, в сферу медицины, потому что как ты можешь идти учиться на военного, если у тебя соседи, там по 1500 человек от рака умирают, еще больше в разы от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот где нужна твоя помощь, если ты мужчина. Как вам кажется, вот нужно ли уговаривать этих 1000 людей туда идти, направлять свою энергию? Ой, не знаю, в этом плане я вот ничего не могу сказать. И что-то я вот первый раз над этим вопросом я никогда не думала. И вот так вот с кондачка ответить я на него просто не могу. Но есть ли опасность для нашей страны, куда сейчас нужно отправлять людей учиться? Мне кажется, никто нас не хочет напасть. И военные нам хорошие тоже нужны, простите. Если он хочет быть военным, если он хороший из него получится, чего его уговаривать? Пусть сам знает, чего ему делать. Это я не могу сказать. Ну хорошо. Вот следующая тема. Был такой человек, Лев Александрович Федоров, доктор химических наук, 2 года назад умер. Он опубликовал информацию в 2001 году, и столица ЦС взяла у него интервью, что в Мордовии под складом военным номер 62 закопан боевое химическое оружие с фосгеном и ипритом. Большое количество. И вот 2 версии, где находится этот военный склад. Это или военная база около Кировского рынка, который назывался военным складом 62, или более вероятно, это в центре Рамаданова станция Красный Узел. И там вот местные жители, журналисты столицы ЦС, говорили, что там было 4 склада длиной 150 метров. В 30-х годах это разрушили, а, видимо, под землей до сих пор находится около нынешней нефтебазы за железнодорожным переездом. Как вы относитесь к тому, чтобы там оно не взорвалось и случайно пожаром не было потревожено, сдетонировано, найти его, удостовериться, что оно есть, если оно есть, выкопать и утилизировать, чтобы не взорвалось? Я думаю, вот военные склады, это дело такое, они все равно стоят на учете.
И даже вот та военная база, которая была, ведь раньше это были казармы Виндавского полка, и те вот склады, которые там находятся, и заводы подземные, все там есть, они стоят на учете. И если там эти склады вредные есть, и у Рамаданова, а они их должны в каких-то секретных службах обязательно знать. Нечего их искать. И это дело специальных служб, потому что наверняка они на учете. Но вот недавно, в начале августа, под Северодвинском взорвалась во время подготовки к испытаниям крылатая ядерная ракета. И военные все засекретили. Вот в данном случае, может военные скрывают от нас, что где-то вот в центре Мордовии, в центре даже, может, города безусловно, зарыто. безусловно, Доверять им, безусловно, это естественно, да. И это военные объекты были, они стоят где-то на учете наверняка, и они есть. Как вам кажется, чернобыльские вот осадки повлияли на раковые заболевания в Мордовии? Конечно, я сама пережила. Я в это время, я была в этом самом в санатории «АЛЛАТРА», там прошло облако. И потом, когда мы после санатория в 79 году мы приехали, я там писала книгу. Вот 20 дней я отдыхал, гулял так, а в основном писал книгу, вот купались в «АЛЛАТРе». И мы 3 женщины дружили, и одна из нас умерла, онкология. После этого я приехала больная из санатория почему-то. Вот. У меня у меня щитовидка начала, никогда этого не было, вдруг у меня появилась вот такая опухоль, слава богу, она не была злокачественная, вот, и осенью я уже приехала, совершенно думаю, я не понимала, что со мной, и только на другой год весной мне врачи поставили диагноз, определили и сделали операцию, то есть я вот, например, живой свидетель того, что даже здесь, в Мордовии, вот, одна из женщин, вот мы были 3 мамы и 3 дочки, дружили, гуляли там, вот, судьба третьей я просто не знаю, а вот я перенесла, а она вообще умерла, вот, поэтому вот так. И вот последняя у нас новость, традиционно мы берем в ней пример для нашей республики с других стран. Вот в этот раз, мне кажется, по раскрытию и обнародованию общественно значимой информации Мордовии надо брать пример со Скандинавии, потому что и в 1986 году в апреле о Чернобыльской катастрофе мы узнали из средств массовой информации вот, скандинавских, и наша власть долго врала до середины мая, дезинформировала население, и поэтому люди гуляли по улицам под осадками. И вот опять в этом году, 9 июля, норвежская экспедиция с экспедицией подплыла к атомной подводной лодке «Комсомолец» в Норвежском море и тоже обнаружил, что в 100 тысяч раз. То есть радиация идет, излучается. Да. Угу. Вот стоит ли нам не скрывать от нашего народа неразумного всю правду, чтобы он принимал решения? А не надо к нему относиться как к ребенку, от которого надо скрывать все плохое? Володь, это палка о 2 концах. Вот. Как это почему? может, вот представляете, если бы вот это опубликовали Чернобыль, нужно было как-то по-другому, да? Вы представляете, что могло быть? В панике люди будут душить, убивать, будут лезть, громить склады. Начнется вообще неуправляемая ситуация. Поэтому вот здесь палка о 2 концах. И вот так сказать однозначно, что да, должны мы все говорить в государстве, это не должно так быть. Другое дело, скандинавские страны, во-первых, они живут обособленно, там другой климат. И они берегут, я вот сколько раз была в Финляндии, я там жила, была на стажировках, очень люблю эту страну. И я вижу... Вы в каких странах там были? А? В каких странах там были? Я в Финляндии, Финляндия. я была в Хельсинки, я кроме Финляндии, но я ее хорошо знаю, я там несколько раз, я 3 года ездила туда на стажировки, вот, и я знаю, как они берегут свою страну, какая там чистота, вот ведь едешь на автобусе,
Да, в Финляндии, по Ленинградской области, Ленобласть, это сплошные помойки. Проезжаешь Торфяновку границу, и дальше идет чистейший лес, ни одной помойки. У них даже в лесу стоят туалеты, они не ходят так под куст. У нас лес под любой куст, там так не делают. Там море моют ковры над заливом, приезжает, специально есть помост, моют ковры, моют специальным сосновым мылом, чтобы рыба не дохла. Вот не моющие средства, специальным только вот этим мылом, чтобы не отравлять морских обитателей. Вот как они берегут. Я знаю и читала о том, что Стокгольм был очень грязным городом. Там была такая вода, но они добились того, что те озера, те водные пространства, которые на территории Стокгольма, там же можно пить воду. Не случайно у них самая высокая продолжительность жизни. Вот опять мы возвращаемся к тому, к самому главному. Воздух, вода, пища, природа наша мать. Вот нужно, о чем нам всем не биться там, тайно, не тайно, не кого-то агитировать, не военным быть и тем, не думать там, а вот всем нам вместе беречь то, что вокруг нас есть, то, что нас окружает. Вот это наше главное, каждого, любого гражданина, кто себя вот считает, кто хочет своим детям оставить дальше природу в хорошем состоянии, продолжение, а не помойку, вот об этом надо говорить. Иначе наш город дорогой, красивый, наша природа, она станет вселенской помойкой. Вот об этом надо, больше говорить. Вот здесь мы можем очень много сделать, вот здесь. И, конечно, на совести каждого продавца, врача, директора химического, какого-то промышленного производства тоже должна быть большая ответственность за то, что ты делаешь. Какие стоки твое производство сливает, да? Какое ты производство делаешь, что оно потом, какое влияние оно оказывает на окружающую среду. Маргарита Ивановна Сурина, спасибо вам большое. Ладно.